Ну вот были даны несколько ситуаций, а именно ситуация с поворотом плоскости на угол альфа относительно начала координат, да. Ситуация с симметриями плоскости относительно горизонтальной оси, относительно вертикальной оси, да. Ну и ситуация с неравномерным масштабированием плоскости относительно начала координат с коэффициентом k1 по горизонтали и с коэффициентом k2 по вертикали. Ну и требовалось доказать, что все эти преобразования являются линейными операторами. Вот первые два задания, да, они были сравнительно легкими, в том смысле, что их можно было решить путем рисования картинок, как мы решали задачу про горизонтальный проектор, да. Вот. А вот третья задача так не решается. И поэтому я разберу третью задачу. Ну, давайте посмотрим, что там получается. Для начала возьмем какой-нибудь вектор U на плоскости π, да. Ну, во-первых, его можно разложить по базису. Это вот какая-то такая линейная комбинация, да, базисных векторов. А теперь что происходит, если я оператором масштабирования действую на этот вектор? Ну, во-первых, я действую вот на такое выражение, да. А во-вторых, как происходит само действие. Вот мы растягиваем плоскость по горизонтали в k1 раз, да, а горизонтальная составляющая у вектора, вот она, это первая слагаемая, да. И по вертикали в k2 раз, а вертикальная составляющая это второе слагаемое. То есть в результате этого действия получается вот что. Первое слагаемое умножили на коэффициент k1, а второе умножили на коэффициент k2. Вот это результат действия масштабирования на вектор U, который разложен по базису E. Ну и точно так же, если у нас есть еще один вектор, он снова является какой-то линейной комбинацией базисных векторов, уже с другими коэффициентами. Ну и если точно так же рассуждать, да, мы можем получить вот какое выражение для образа вектора v. Точно так же, да, первое слагаемое это умножаем на коэффициент k1, а второе на коэффициент k2. Ну и вот мы получили результат действия на вектор v. Теперь что нам нужно, чтобы показать, что вот это действие является линейным оператором? Нам нужно показать два факта, да, что под действием оператора S сумма переходит в сумму, да, и что постоянный коэффициент можно выносить из-под знака этого оператора. Берем преобразование, да, и применяем его к сумме двух векторов. Ну, во-первых, что у нас под знаком этого преобразования находится? Сумма двух вот таких выражений. Ну, теперь возьмем и сгруппируем слагаемые, да, по наименованию базисного вектора. Вот одна пара слагаемых, вторая пара слагаемых. В общем, просто вектор e вынесем за скобки. Вот на что мы будем действовать, да. Ну а дальше вспомним, в чем состоит, собственно, действие масштабирования. Мы должны первое слагаемое умножить на один коэффициент, а второе слагаемое на второй, на k2. Поступаем таким образом. Вот, ну дальше раскрываем скобки.
получаем вот что, да. Ну, а дальше группируем, опять-таки, слагаемые так, чтобы можно было вынести, так, чтобы можно было рассматривать отдельно, да, вектор U и вектор V. Вот таким образом сгруппируем. Ну вот, но фактически я ничего не сделал, просто слагаемое по-другому записал, да, в другом порядке. Ну а теперь, если посмотреть на первую скобку, это не что иное, как вот такое выражение, да, то есть это результат действия оператора S на вектор U. Ну и точно так же вторая скобка, да, исходя вот из этой записи, это результат действия S на вектор V. Ну и вот что мы показали, да. Если мы оператором S действуем на U плюс V, то мы получаем вот такую сумму. Это хорошо, да. Осталось еще одно свойство показать, что постоянный множитель можно вынести из-под знака оператора S. Ну, берем этот оператор, применяем к скалярному кратному, вот к такому выражению альфа умножить на U. Что это значит? Что мы вот это выражение должны умножить на альфа, да? Ну, раскрываем скобки. Теперь вспоминаем, в чем состоит собственное действие масштабирования. Первое слагаемое умножается на первый коэффициент, второе слагаемое умножается на второй коэффициент. Ну, дальше понятно, что альфа можно вынести за скобки. Вот, а то, что в скобках осталось, опять-таки, исходя из этой записи, да, это результат действия S на U. Ну и вот что мы показали, да, что постоянный коэффициент его можно вынести из-под знака действия оператора S. И вот эти два свойства, которые мы только что установили, они в совокупности означают, что вот это преобразование плоскости оно является линейным оператором.